Так, ну что, асфальт заканчивается. Будет сейчас вот такая вот грунтовочка. И вот эти лесовозы будут поднимать пыль. И такой дороги будет примерно километров 20. Все, проехали 25. Радости на лице у меня уже нет. Так, немножко уже ноги чувствуются, что еду. И постоянно хочется пить. Один раз вот останавливался, попил. И сзади меня оводов, наверное, 15. Они меня пытаются догнать. Даже если ускоряюсь, я от них отстать не могу. Вот они. Сейчас попробую показать. Вот их сколько. Там вот. Ну, если на тень посмотреть, ну, там видно, сколько оводов. То есть у меня бутерброды с салом, с маслом, пряники. И воды я взял 3 литра, с учетом того, что там в деревне можно будет в колодце набрать. Но я думаю, что эти 3 литра могут уйти за 3-4 часа. Вспоминая предыдущие поездки, воды постоянно что-то не хватает. Еды постоянно как-то мало беру. В этот раз подготовился получше уже. Вот даже на такой скорости, сейчас около 20-ки, а вода не отстает. Вот так и летят за мной около 20 штук. Вот водитель, проезжая нас, даже притормозил, чтобы пыль сильно не поднимать. Вот, 2 раза остановился попить. Половину полторашки нет. В общем, ощущение такое, как после бани. Жарко. Жарко, хочется влаги, чаю я бы сейчас попил. Ну, естественно, отдохнуть. Ноги уже разогретые, капец. Вот здесь ехать уже никак. Тут песок. Перебрались вот сюда, на плиты. Фу, проехали примерно 35-37. В общем, бодрячком. Нормально. До Мандыча добрались уже, до поворота. Денег проехали. Вот такое вот состояние. Ну, чувствуется уже, что пройдено нормально. Надо попить. И снова погружение в дорожную пыль сейчас будет. Обычно я вдыхаю, закрываю глаза, прикрываю. О, даже притормозил водитель. Доехали до Новоипатово. У меня состояние уже такое, что мне хочется просто сидеть, отдыхать. Ноги гудят. Ну вот, 2 раза попил, половина. О, просто охренеть. Мы проехали где-то 60, еще 120, и дорога дальше будет хуже. В общем-то, пока едем, но уже достаточно. Вот, а сейчас будет только свежий воздух. Здесь уже лесовозы не ездят. Вот здесь такая вот лесная дорога. Из бревен раньше была, ну, типа зимник или как там называется это все. Ну что, прохладно. Здесь уже такая дорога узкая. Солнце меньше сюда попадает. Уже даже разговаривать не особо охота, просто едешь на автомате. Вот, и эта дорога, я не знаю, говорил я тогда или нет, эта дорога идет на Новоипатово. Отворотка на Новоипатово. До Новоипатово 25. Короче, скорость стала маленькая из-за того, что вот такая вот дорога. Блин, дорогу не видно. Вот такая вот она вся, ну, как она, лежневка. Короче, меня просто сжирают. Вот они вот так вот летают. Летают вот так, как пассажиры, садятся, в общем, на голову, там, на шею, на спину. В общем, думал, что дорога на Новоипатово, она как-то получше. А тут, оказывается, если дождем вот это вот все размоет, раскиснет, то даже на внедорожнике нужно будет пробираться потихонечку. А на простой легковушке так и не проехать. Вот так вот едем. Красота, в общем. Вот оно. Небо синее. Дорожка такого цвета, какого она должна быть.
и зеленая травка, зеленые деревья. Не часто можно на севере увидеть такую картину, но сейчас вот можно наслаждаться. Ну, в общем-то, вот так быстро летит путь наш. Вот впереди я вижу беседку. Видимо, это она. Там сейчас будем обедать. Поели от души, прям бодренько. Ух ты, еще и цепь слетела, нифига себе. Вот, сейчас сил, энергии дофигища. Хочется все равно, конечно, уже, ну, как бы накатался. Вот если взять, вот просто как в удовольствие накатался на сегодня. Вот, ну, как бы это ничего не меняет. Надо двигаться дальше. Еще соточка с лишним, и мы дома. Ну вот обед, это ни с чем не сравнимо. Наверное, вот удовольствие получаешь как больше, чем в каком-нибудь элитном супер ресторане. Офигенно летим. Вроде грунтовка, но скорость средняя такая, приличная для этих великов. И вообще для такой покатушки. О, блин, после мостика-то песочек. Ё-моё, вытащить бы. Так, доехали, значит, вот до такой реки. Не знаю, это какая-нибудь Лэч или Лэпью, потом на карте покажу. Не Лэпью. Вот, и значит, вот здесь я уже вижу вот такую вот рыбку, больше 10 сантиметров, вот здесь вот плавала. Типа как здесь перекатик небольшой. И там за перекатиком рыбка, наверняка хариус. Проехали около 7-10. Состояние бодрячком, но больше всего хочется пить. Вся влага из организма уходит через пот, то есть организм охлаждает. В общем, разруха. Колодец ищем, в общем. Есть Новое Ипатово еще в каком-то регионе. Но это Новое Ипатово, которое в республике Коми. Рядом с Сыктывкаром. Сейчас ищем колонку, потому что в колодце там какая-то вода грязная. Короче, на мост и на Шеладер выехать хотим. Ух, какой здесь трактор классный. Так, в общем, ищем дорогу. Так, а даже улицы вон были. Это Первомайская 22, это Первомайская 15, вот здесь 17. Так, ну, в общем-то, вот тут какая-то дорога широкая. Здрасте! Услышал вашу технику. Мне вот помощь нужна. Надо нам на Шеладер проехать. Через мост и на Шеладер. Транспорт у нас свой. Нам только нужно направление. На велосипедах, что ли? Да. Перейдите вплавь. Сейчас тут брод спокойный, вот я покажу, перейдете. И велосипеды чуть-чуть тут потащите, и на горе, и там дорога. Тут километра 1,5. Вы туда поедете, да? Ну, я могу спуститься, показать, если заведет что-то заглохнет. Еще тут перейдете, и вот она дорога идет. И она дорога идет на Шеладер? А это и есть Шеладерская. Это же круг делали, тут работали, мост строили Мадмосский. Ага. А это вот перейдете брод. Перейдем прям по колено? Да, конечно, там по щиколотку вообще. А, по щиколотку? Ну, круто, если покажете. Ну, сейчас заведет. Хорошо. Километра 1,5 надо пройти болото. А. И там вы на горку. А это вам такой круг надо делать, все равно сюда вернетесь. Ага. Вон трактор переезжал, вон там. Попробуем. Хорошо, спасибо. Ноги будут сожраны через 3, 2, 1. Как кусает.
Ох, какая прохлада. Круто. В эту жару зайти в холодную реку, офигеть удовольствие. А, там реально поглубже. Хочется за один раз пройти, конечно. Не возвращаться уже. О, блин. Моя смазка. Все, что насмазывал, все нахрен. Ну, в принципе, нормально. Преодолею брод любой. Только ботинки надо снять. Не, это было одно из приятных мест по всему маршруту. Прохладная вода, супер. Немножко подмочил. Но там все равно вода, ничего такого ценного нет. Там инструменты, еда с другой стороны. Поэтому все нормально. Сейчас ноги только надо немножко просушить. Так, а теперь стала топка. А вот ботинки уже сырые. Ну, конечно, не так, что прям проваливаешься по колено, но ботинки уходят в мох. Вроде как такой дороги 1,5 километра нам сказал мужик. Вот оказывается, сколько много крови пьет маленький овод. То есть есть овод, есть слепень, вот который маленький, небольшой. Вот здесь у меня что-то щипало, я ударил. И тут, оказывается, был овод. И вот столько крови он выпил. Охренеть, я там тонуть стал. Ботинки уже все сырые. Ух ты, нифига себе. Велик-то тонет. Там вот даже посередине идти невозможно. Ботинки полностью утопают. Это, кстати, из серии «Я знаю короткую дорогу». Да, блин. Охренеть. Как тут идти? Проще, наверное, по самому болоту идти. Вот здесь. Тут тоже сыро. А, набрал воды. Капец, я тут черпанул. Че, все по колено тоже, да? Я тоже тут начерпал. О! Велик, охренеть, тонет прям. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, ботинки замочил. Капец. Ну что, прям. Просто куда ни наступи здесь. Сразу вода, уже даже можно не париться по поводу того, что сырые будут ботинки. Потому что вот я наступаю.
И это везде так, по всей вот этой обочине. Я уже боюсь не за то, что замочить ботинки, а за то, чтобы вообще не уйти по колено. Вышел. Фу, вода здесь тухлая такая. Офигеть, вон сколько их. Я нахожусь как в улье. Так, ну вот куда-то, короче, мы выехали. На какую-то линию электропередач. Но здесь все равно невозможно ехать. Пока что здесь тоже пешиком. Хотя прошли уже километр. Это Шеладер, на Шеладер идет который. Все, режим стирки закончен. Пора сливать воду. Но это уже до дома не просохнет, скорее всего. Ага, их можно выжимать еще. Хотя бы так. Вел, весь заскрипел. Но даже при такой дороге я еду. Не быстро, но мы едем потихонечку. Половину идти придется, может быть, половину ехать. Ага. Вот так вот. Ну вот, картина, что остается после того, как вырубили лес. В общем, бревна, корни свалены, растут молодые березки, но вот это вот все не очищено. Ну, то есть, скорее всего, вот эти вот все бревна ненужные, какие-то они должны быть как-то складироваться правильно. Ну, вот так вот все побросали, короче, вырубили, что надо, и свалили. Вот такие дела. Так, и вдруг, если кто-то поедет, между Новоипатово и Шеладером есть кафе самообслуживания. Вот этот вот столик со скамейкой. И здесь можно со своим. В общем, по карте где-то около 4 километров или 5 километров еще до Шеладера. Вот, ну, скорее всего, дорога будет вот такая вот. То есть часика за полтора управимся, а дальше пойдет асфальт. И все-таки питание нормальное в походе делает свое правильное дело. Нисколько, ну, усталость есть, но ехать вполне себе. Можно и дальше. Несмотря на полностью промокшую обувь, несмотря на этих оводов, которые летают назойливо. Вот, но антикомарин спасает, а вода эти редко, ну, кусают. Вот, такой сил полно еще. Как бы каких-то факторов, которые деморализовали бы, пока нет, все нормально. Дорога — это даже испытание для вот этого велосипеда с ленты. Он называется Актика. Вот эти вот все броды, это болото. Это наверняка не предназначено для него. Проеду? Нет, не проехал. Так. Там вот какая-то жесть. Но недолго.
Фу, короче, наше чуть-чуть, которое осталось до Шиладера, никак все не закончится. О, мы едем, и вот такие вот лужи постоянно. Дорога то пешком, то в седле. Так, Шиладер, короче, вот, там. Доехали мы до него. А там Пожик, да, внизу? А, ну все, вспомнил. Вот, Шиладер, значит. Новоипатово было там. Мы приехали до Шиладера. Вот выехали по какой-то вот такой дороге. Капец, что могу. Я уже забыл, что такое скорость и встречный ветер. Все, выбрались с этих болот. Сейчас будет уже нормальная дорога. А потом получше. Но главное, что вот он, встречный поток ветра, воздуха. Так, до дома 50. Вот, больно сидеть уже стало. Сидушка как будто жесткая, как скамейка. По ощущениям, конечно, уже перебор. Все, пипец, силы заканчиваются. Еду уже на резерве, видимо, каком-то. Уже, короче, чувствуется каждый оборот, педаль. Если вначале ты просто на автомате их крутишь, даже не замечаешь, то сейчас каждый оборот. Сейчас попил воды, в общем-то нормально, немножко постоял где-то секунд 20, пока пил. Вот, и это уже легче, но состояние уже все. И вот в эти минуты, когда уже заканчиваются силы, мозг просто представляет, как я захожу в какой-нибудь магазин там и покупаю всякие вкусности, там что-нибудь сладкое, какой-нибудь йогурт, мясо, курочку копченую, и вот тогда становится вообще невозможно. Вот так вот, в общем, работает организм, когда ты устаешь. Сейчас посмотрим еще, что произойдет часика через 2. В общем, попили чай. Сейчас чутарик отдохнем и поедем. Осталось до дома где-то 27 километров, то есть примерно 2 часа ехать еще. Ощущения. Хочется поскорее все это закончить. Вот, организм говорит, все, остановись, хватит. Спина постоянно наклонена, тоже устала. А так, в принципе, нормально все. Забыл еще сказать, время сейчас 8 часов вечера, то есть мы в пути уже 13 часов. И проехали где-то примерно 140 километров уже. В общем, время показало 21:45. Мне еще ехать где-то минут 15-20. То есть я приеду в 10 часов, а выехал в 7 часов утра. 15 часов покатушка. В общем, что по итогу? Ощущения, в общем, от усталости, ну, такие уже противные даже. Ну, не хочется. Хочется уже часа, наверное, 3, наверное, хочется просто завершить поездку. То есть смысла нет в таких долгих маршрутах, потому что удовольствия уже не получаешь. Вот, и ощущение еще по телу такая мелкая дрожь по всему телу. Все тело ощущается. Вот как в медитации, типа, почувствуйте свои ступни, почувствуйте свои руки там и прочее, да? Вот то же самое ощущать можно сейчас все тело, оно все тело гудит.